Именно сюда, в Центр гигиены и эпидемиологии республики, ежедневно доставляют до 200 проб на коронавирус из различных медучреждений республики. Мифических тест-систем, которые словно по щучьему велению позволяют в течение нескольких минут выявить новый тип коронавирусной инфекции, не существует. В реальности диагностику COVID-19 проводят традиционным методом полимеразной цепной реакции или ПЦР. Насколько процесс получения результатов теста долгий и кропотливый, Зарема Альянова знает не понаслышке. С материалом больных она работает еще с конца марта, когда и был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 в Ингушетии. За эти 2,5 месяца через ее руки прошли тысячи проб, каждая из которых регистрируется в специальном электронном журнале и зашифровывается. А значит, лаборанты не видят ни имен, ни фамилий больных, только порядковый номер. После этого Зарема и ее коллеги уже отбирают необходимое количество материала в пробирке. Самое интересное начинается после этого. Образцы очищают от белков, клеток, различных примесей и выделяют чистую рибонуклеиновую кислоту. Именно ее и тестируют на коронавирус. В этой комнате проводится первый этап ПЦР-исследования, проводится экстракция нуклеиновых кислот. В двух боксах это проводится. Один бокс сейчас работает, второй бокс стоит на обеззараживании. Раскручиваются нуклеиновые кислоты, и белки сворачиваются, и происходит, сама РНК сохраняется, но вирусы погибают. Следующий этап реакции обратной транскрипции и амплификация, когда в дело вступает уже автоматика. С помощью специального прибора-амплификатора, который периодически нагревает и охлаждает пробирки, РНК исследует на коронавирус. Вот мы видим сейчас на графике, процесс заканчивается. Это проводится детекция нуклеиновых кислот, то есть прибор сам сделал весь процесс, а последний этап, и сейчас, как закончится, она выдаст таблицу, которая укажет результаты и графики каждой пробы. Метод ПЦР – самый быстрый и результативный метод выявления коронавируса. Главное его достоинство, говорят специалисты, – высокая чувствительность. Он позволяет обнаружить даже единичные копии вирусов. Он давно применяется для выявления многих вирусных заболеваний. Если есть какое-то сомнение по показаниям, проба переставляется. Вот из 200 исследований, которые мы в день проводим, вот, к примеру, было проведено вчера у нас исследовано 214 человек проб, а было проведено 228 исследований. То есть какие-то пробы были переставлены, потому что они вызывали сомнения, чтобы уточнить диагноз. Все зависит, конечно, от качества отбора, от времени доставки пробы сюда в лабораторию. К слову, весь процесс от разбора материала до передачи его врачу занимает около часа. Сама работа длится уже около 6 часов, не считая работу прибора, которая занимает уже около 2 часов. Поэтому результаты исследований выходят обычно на второй день. Если же лаборант берет на раскапывание большое количество проб, естественно, временной промежуток увеличивается. Практически поступающий анализ на второй день, результат у нас выходит. Готовы и получаем. А естественно, приоритетные у нас на исследование это люди, которые находятся у нас в лечебном учреждении, это реанимационные, либо тем или иным находятся госпитализированные люди. Они идут всегда вне очереди, потому что тут это дифференцируется и передается в первую работу. Как признаются сами врачи, порой им в буквальном смысле приходится жить в лаборатории круглые сутки. Прерываются они разве что на обработку своих рабочих мест, специальных ламинарных шкафов, которые препятствуют выходу вируса. Порядка 400 исследований в сутки проводится в республике. В целом, да, 200 исследований проводится на базе ФБУС Центр гигиены и эпидемиологии, 4 лаборатории на базах больниц Министерства здравоохранения. Охват, в принципе, у нас достаточно большой в последнее время. Мы его стараемся увеличивать, количество проб. Объем временной занимает очень большой, исследование проб, как вам уже объяснила заведующая лабораторией. И 200 исследований, чтобы провести, вы примерно понимаете, что работать приходится круглые сутки. В таком режиме мы уже работаем более 2 месяцев, порядка 3 месяцев практически. Посменно,
работа не останавливается вообще. За весь период работы лаборатории врачи провели более 10 тысяч исследований. К слову, с начала апреля она получила статус референс-центра из-за точности получаемых результатов, благодаря чему первичные исследования, проведенные на базе медучреждений республики, верифицируют здесь, не отправляя в другие регионы. Тамара Шагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.